Эльвира говорит, что ты там по плану что-то упираешься. Миш, ну в чем дело? Я тут в эфире с этими стюардессами. Я же делаю все, чтобы успокоить. Может, Эльвиру тогда премьером, потому что... Миша, я перестаю тебя понимать. Ты возьми себя в руки. Или мне... Владимир Альевич, я прошу прощения. Это эмоции, и я не упираюсь, но сейчас популистические шаги крайне вредны. Миша, я в эфире уже все озвучил. Ты же понимаешь, что нам срочно нужно успокоить бизнес и граждан. Ты же видишь, что ситуация выходит из-под контроля. Я буду обещать и золотые горы, и кисельные берега, а ты уж будь любезен. Владимир Владимирович, у меня оценка от эконом-блока, и она крайне негативная. Большинство мероприятий и плана точно не про стимулирование, и скорее наоборот. Это неверная отсрочка, и мы не сможем без значительного секвестра бюджета. Да забудь ты это слово. Миша, чего ты меня злишь им? Секвестром своим? Или мне Набиуллину ставить, раз ты так за нее ходатайствуешь? Владимир Владимирович, я просто очень вас прошу прислушаться ко мне. У меня 5 минут, как закончилась встреча с экономическим блоком. Есть среднесрочный прогноз по каждому мероприятию в плане. Я прошу обсудить и, возможно, хоть часть пунктов. Этот принимаем. Все. Никаких более обсуждений. Готовь новый, антикризисный. Только не называй так. А позитивно, как ты умеешь. Минус 12 ВВП, а с планом минус 16. Что за план? Нам надо сейчас удержать всех. А то минус 20 или 30 будет. Ты ж видишь, что на чемоданах все сидят. Даже свои. Свои с билетами на руках сидят. И имущество переписывают на теть выдуманных во Франции. Владимир Владимирович, моя задача сейчас спасти экономику, правильно? Я подготовлю план секвестра бюджета без оборонки, но социалку придется резать. Рубль 120, и это Эльвира держит. Миша, не нагнетай. Я тебя прошу. Ты думаешь, мне не тошно? План визируй, и через час жду тебя с твоими материалами.